уличная преступность, увеличится количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Борьба с теми, кто реализует и употребляет наркотики, сегодня ведется на государственном уровне. В последнее время статистика наркомании только растет. Собравшиеся уверены, разнообразие веществ, современные технологии, доступность и невысокие цены позволяют молодым людям достать нужную дозу или препарат. За 5 месяцев 2023 года на наркологический учет в республике поставлено 53 человека. У нас 1700 человек состоят на учете, 243 у нас как больные наркомании, синдромом зависимости, и 1457 человек, как употребляющие наркотики с вредными последствиями. Страшные цифры, но несмотря на это, эти цифры говорят о том, что работа не останавливается ни на одну секунду. Что со стороны правоохранительных органов, что со стороны антинаркотической комиссии и самой системы здравоохранения в целом. В Ингушетии работает антинаркотическая комиссия, председателем которой является глава республики Махмуд Али Калиматов. Руководитель аппарата Игорь Антонов рассказывает о работе специальной комиссии в регионе и отдельных муниципалитетах республики. Заседание АНК проводит он сам лично, этой проблеме он уделяет очень большое внимание. Основной принцип работы АНК – это проведение заседаний не реже, чем раз в квартал. Есть план работы комиссии, есть решения, которые прорабатываются заблаговременно с участием всех членов АНК. Основная цель работы антинаркотической комиссии – это организация взаимодействия со всеми субъектами профилактики. Согласно статистике правоохранительных органов, в Ингушетии увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. 76 преступлений оперативники относят к крупным и особо крупным. Растет и количество преступлений, совершенных информационным путем. Это так называемые закладки, связь с поставщиками и зависимыми. В этом году в Ингушетии правоохранительными органами изъято 17 килограмм наркотиков. Из них 7 килограмм относятся к аптечной наркомании. Все это мы изъяли в Ростове и в Москве. Наши отсюда, то есть лица, которые сбывают, ездят туда, оттуда привозят, здесь продают. Мы здесь задерживаем, выезжаем, после этого мероприятия проводим в Ростове, да, где были, они закупались. Мы изъяли там около на 23 миллиона рублей, только сильнодействующих с тех мест, куда мы уезжали, Ростов, Москва. А ППГ мы в Ставропольском крае по сильнодействующим. К сведению, первую в России мы сделали 210-ю организованное преступное сообщество с 17 участниками. На 48 миллионов мы изъяли товарную продукцию. Там и 174-ю вменили, 171-ю вменили. Спрос рождает предложение, поэтому чем больше тех, кто употребляет, тем разнообразнее рынок наркотиков. Среди самых востребованных аптечные препараты и синтетические наркотики. Хочу подчеркнуть, что если раньше наркотики хотя бы половина состава имела органическое происхождение, произрастала из земли, сейчас просто как заказывается 2 канистры с Китая, скажем так, определенные процессы, проходит процесс преобразования этих реактивов, там холод, жар, там выпотевание, то есть все, трансформация. И в итоге получается наркотик. Абсолютная синтетика, абсолютная химия. Вот такие наркотики у нас на данный момент на первом месте. Особую роль в борьбе с наркоманией играют общественные организации. Помимо медицинских учреждений, сегодня в Ингушетии реабилитационную деятельность осуществляет 18 организаций, в которых созданы все необходимые условия для того, чтобы вернуть наркозависимого человека к полноценной и здоровой жизни. О новой социально значимой платформе, которая позволит осуществлять борьбу с наркоманией в России, рассказал член Общественного совета Минздрава России, директор агентства интеграции Константин Кунц. Будет консультационно-координационный центр, в котором будут сидеть специалисты-психологи, будет работать телефон горячей линии и сайт. И эти люди в режиме 24/7 готовы отвечать бесплатно и консультировать граждан по любым вопросам, связанным так или иначе с зависимым поведением. Собравшиеся планируют по итогам встречи принять важный вектор дальнейших действий и работы по борьбе с такой проблемой, как наркомания. Рина Сычуева, Джамалил Султыгов, Новости 24.